Множеством различных событий, мероприятий и встреч отмечен год столетия государственности Якутии. Одно из таких ярких событий – Дни Республики Татарстан в Республике Саха-Якутия. В составе представительной правительственной делегации были и наши коллеги-архивисты. Во время встреч на Тарихи-бранче и на круглом столе обсуждались вопросы, связанные с сохранением как традиционного бумажного архива, так и аудиовизуального наследия обеих республик. Главным пунктом стало подписание соглашения между Министерством культуры и духовного развития Якутии и Государственным архивом Татарстана. Мы подписали соглашение с архивной службой, у них государственный архив очень сильный, мощный. И вот значимость событий, которые туда вошли, в части сохранения аудиовизуального наследия, архивного наследия, обмена нашими документами или изучения, цифровизации документов, они проложат дорогу, наверное, в будущее уже начиная с этого года. Есть замечательное высказывание: без архивов нет истории, без истории нет науки, а без науки нет развития. Человечество обязано знать и помнить свое прошлое для того, чтобы извлекать из него уроки, чтобы знать, как менялась со временем республика, как строились промышленные и сельскохозяйственные объекты, какие люди жили и трудились много лет назад, знать культуру своего народа. Никогда такой делегации, тем более Республики Татарстан, не было. Это нацелено на долгосрочное сотрудничество, профессиональное именно сотрудничество в области архивного дела, документационное обеспечение управления. Вот сейчас проходит в городе Казани как раз совещание главных хранителей страны, и наш представитель там присутствует. С казанскими коллегами-киноархивистами Якутский национальный центр аудиовизуального наследия связывает дружественные партнерские отношения. Лучшие специалисты татарского киноархива уже приезжали в Национальный аудиовизуальный центр Республики Саха-Якутия для обучения профессиональным навыкам и обмена опытом работы. Мы, архивисты Татарстана, сотрудничаем с Центром Якутии, обмениваемся опытом. Я сам недавно побывал в Якутии в рамках обмена опытом, показал те интересные разработки, которые есть в нашем архиве. Дело в том, что у нас в республике действует закон об обязательном экземпляре, и мы принимаем документы от производителей аудиовизуальной продукции удаленно. Более 70% наших источников передают нам документы через инфокоммуникационные сети. Поэтому я думаю, что и нашим коллегам из Якутии будет интересен наш опыт, как мы двигаемся дальше, как мы внедряем искусственный интеллект в нашу систему, как мы проводим машинное обучение, как в дальнейшем мы собираемся все это выставить на интернет-портале и как мы будем управлять и защищать, соответственно, интеллектуальные права на наши архивные документы. Надо признать, что на сегодняшний день по уровню оснащения мы значительно отстаем от своих коллег. Нет соответствующего здания, не хватает профессионального оборудования. Охранить живую, зримую память поколений необходимо. Есть замечательное высказывание: без архивов нет истории, без истории нет науки, а без науки нет развития. Человечество обязано знать и помнить свое прошлое для того, чтобы извлекать из него уроки, чтобы знать, как менялась со временем республика, как строились промышленные и сельскохозяйственные объекты, какие люди жили и трудились много лет назад, знать культуру своего народа. Лучшего учителя истории, чем архив, трудно найти. Человек, знающий историю Родины, будет гордиться ее славным прошлым, а значит, он не может не быть патриотом. Когда люди говорят о патриотическом воспитании, в целом об истории своего края, мы ее делаем каждодневно. Ее нельзя же сказать, сегодня мы патриоты, оно делается постепенно, таким каждодневным, независимым, незаметным, может быть, даже таким трудом, который формируется, поскольку с чего начинается Родина, она как в той песне, она начинается со всего, что нас окружает с рождения. И вот наш
архив, аудиовизуальное наследие, это аудиовосприятие, оно всегда усиливает восприятие. Это есть вот такое сильное восприятие патриотического своего воспитания. Российские аудиовизуальные архивы появились с началом эпохи кинематографа. Некоторые из них, например, главный киноархив России в городе Красногорске, существует с начала 20 века. Теперь аудиовизуальные архивы есть в каждом регионе. Профессиональным хранением живой памяти своего края могут гордиться Башкортостан, Татарстан и другие крупные области России. Не отстает и Якутия с ее уникальной географически особенной историей. Создание условий для профессионального хранения аудиовизуального наследия Якутии как части мирового культурного достояния и постоянной работы по цифровизации – это требование времени. Якутия всегда смотрит пройденный путь, и он правильный, и он как бы вот прослеживается прямо вот, мы знаем, куда идти, и что строить дальше. И здесь вот аудиовизуальное наследие, оно объединяет наши умы, наши соображения, и оно делает вообще каждого человека, знающий свою историю, историю своего народа. И человек этот уверенный, это счастливый человек. И у нас сегодня принимаются все решения для того, чтобы это наследие было оцифровано. Те современные сегодня IT-технологии, которые вошли в этот процесс, были восприняты сюда, и правительство вложило определенные финансовые ресурсы для того, чтобы и на будущее мы смотрели, во-первых, твердо, и, во-вторых, были уверены, что делаем правильную дорогу. Правительством Республики Саха-Якутия, Министерством культуры и духовного развития Республики оказывается реальная поддержка аудиовизуальному наследию в целом. Сегодня практически решен вопрос по новому зданию. Этот вопрос стоял уже многие годы, так, и до конца года мы должны переехать в здание, которое отвечает всем современным требованиям для хранения и функционирования нашего учреждения. Принято решение председателем правительства Андреем Владимировичем Тарасенко. На следующий год у нас запланирована закупка цифрового оборудования. Это оборудование предназначено для того, чтобы мы на системной основе поставили оцифровку всего аудиовизуального наследия. Напомню, что у нас более 37 тысяч единиц хранения, и мы должны обеспечить сохранность этого национального достояния и передать грядущему поколению в надлежащем состоянии. Главное богатство любого аудиовизуального архива – это его фонды. Фонды пополняются разными путями. И прежде всего, это пополнение происходит за счет производителей официальных, то есть телекомпаний, телестудии, киностудии. И плюс к этому есть очень много специалистов, которые занимаются съемками, любительскими, возможно, или профессиональными. И именно у них вот хранится большой массив кинодокументов, аудиовизуальных документов, представляющих научную, культурную, общественную ценность. Таким людям мы всегда очень благодарны, и за счет этих именно специалистов пополняются наши фонды. И в конкурсе «Кинолетописи Якутии», который мы проводим каждый год, мы стараемся этих людей обязательно поощрить, отблагодарить. Потому что благодаря и их материалам, и их глазу и пополняются фонды аудиовизуального центра Якутии. В преддверии Дня международного аудиовизуального архивиста хотелось бы поздравить всех сотрудников центра с предстоящим праздником, пожелать им всего самого доброго, творческих успехов, здоровья, свершений в этом нелегком, но очень важном деле. Я думаю, в предстоящее время будет много конференций, будет много еще круглых столов, пусть и удаленно, пусть и дистанционно, но на те вопросы, которые задает нам сегодняшнее время, мы должны ответить вместе и работать сообща, и тогда, я думаю, будут большие успехи. Хочу поздравить с этим днем всех тех, которые занимаются аудиовизуальным наследием. Аудиовизуальное наследие, может быть, оно обширное и широкое, большое же. Я недавно был на одной встрече, которые говорили о том, что с детьми, с внуками надо ежемесячно, может быть, даже найти время каждую неделю просматривать семейный альбом. Это и есть аудиовизуальное наследие семьи. Оно начинается от общего. А общее аудиовизуальное наследие нашей республики, оно состоит из большого количества тех людей, которые когда-то принесли эту историю. Из того, что мы все записали, которые проводили и чрезвычайные моменты, и торжественные моменты, юбилейные моменты, рождение ребенка. Это вот общая история.
Это история мысли каждого. Она делает каждого из нас действительно мудрее. Она делает каждого из нас действительно вот ярче, торжественной. Я рад, что у нас есть такой отдельный центр, который отдельно занимается этой работой. У него есть перспективные планы. И готов всех, кто занимается, кто вкладывается в это наследие, поздравить с этим знаменательным днем. И чтобы в этот день каждый понимал, что он делает историю не только своей семьи, историю своего народа, историю своей страны. Мы делаем общее дело, все, сохраняем историко-культурное наследие, все мировое, можно сказать, да, и в том числе и аудиовизуальное. Ну, это новая форма, которая будет еще развиваться. Вот бумажный, видимо, документ когда-нибудь, видимо, скоро отомрет, наверное, или как пока в будущем. И поэтому за вами будущее архивов. В связи с этим мы поздравляем наших коллег, работников Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия с вашим, можно сказать, именно по праву профессиональным праздником. Пользуясь случаем, хочу поздравить с Международным днем аудиовизуального наследия, прежде всего ветеранов, которые сегодня ведут очень активную общественную деятельность, помогают нам, так, наш весь коллектив, дружный коллектив. В муниципальных образованиях очень много энтузиастов, которые занимаются вопросами аудиовизуального наследия. Всех поздравляю с наступающим нашим профессиональным праздником. Но желаю, конечно, крепкого здоровья, успехов в делах и мирного неба над головой.